Наша Якутская республиканская клиническая больница со дня начала коронавирусной инфекции работает в таком чрезвычайном режиме. Все наши 3 корпуса работают по принятию ковидных больных. У нас здесь должны принимать рассчитано на 179 коек. В настоящее время у нас вот 3-й и 4-й корпус развернут на ковидное отделение и инфекционный корпус. В инфекционном корпусе сегодняшний день находится 98 больных. Там находится средней степени тяжести и легкой степени. А вот в 2 корпусах, в пульмонологическом отделении и 4-й корпус, находится тяжелой формы, средней степени тяжести и крайне тяжелые больные. И здесь находится у нас и реанимационное отделение, где больные находятся искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день находится 1 пациент, наиболее подключен. У нее, конечно, очень много хронических заболеваний, поэтому состояние отяжелело. Сегодня у нас выписка по этим корпусам 13 выписок. За ночь вчера поступило к нам 30 больных. Каждым днем увеличивается. Например, если вчера мы выписали 23, а ночью поступило 30 пациентов. И, конечно, мы тяжесть различаем на легкой степени, средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой. Это классификация по медицинской терминологии. Поэтому сегодня вот крайне тяжелый 1 больной, и тяжелых у нас остается 5 человек. У нас централизованно направляется из улусов, когда диагноз ясно, что COVID-19, коронавирусные инфекции тяжелые, к нам направляется. Потому что здесь централизованно у нас кафедра инфекционных болезней, здесь работают ученые, и здесь наши квалифицированные специалисты, наши врачи работают, пульмонологи. Но у улуса иногда не бывает узких специальностей, как пульмонолог, инфекционистов, поэтому централизует Министерство здравоохранения нашу больницу. Николай Николаевич, каким образом ведут лечение в больнице? Ну, основном лечение это лечение как болезнь СПИДа идет, но это антивирусные препараты, назначаются антибиотики и различные растворы для снятия интоксикации. В среднем сколько длится лечение одного пациента? Ну, в зависимости от его состояния может длиться 20-30 дней. Но здесь в зависимости от тяжести состояния, если легкой формы, если второй анализ будет отрицательным, они тогда выздоровлением, улучшением состояния, они выписываются. Николай Николаевич, каким образом ведется наблюдение за теми больными, кто выздоровел? Берутся ли анализы на антитела, то есть этот опыт каким-то образом используется в будущем? Ну, у нас все анализы проводятся, у нас клиническая база, клиническая больница называется, поэтому все анализы ПЦР мы берем, и биохимические, и все анализы, которые иммунной системы, мы здесь у себя в лаборатории делаем. Мы 10 мая у себя открыли ковидную лабораторию. Это для очень хорошо, чтобы мы мониторировали своих медицинский персонал. Здесь у нас ковидное отделение почти 300 медицинских работников. Это врачи, медсестры и младший медицинский персонал.